училища. И как сейчас принято говорить, дамы и господа, мы благодарим вас за то, что вы пришли, нашли время посетить Якутское музыкальное училище. Сегодня мы предоставляем вам на ваше усмотрение наш концерт, это уже наша традиция, один из отчетных концертов, которые идут в Якутском музыкальном училище. Правда, в этом году он имеет несколько благородную, что ли, окраску. Это концерт юбилейный, посвященный 45-летию Якутского музыкального училища имени Марка Николаевича Журкова. Сегодня у нас в гостях присутствует заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Альбина Иннокентьевна Поисеева. Да, можно. Поэтому я предоставляю ей слово. Надо сказать, что Альбина Иннокентьевна у нас в первый раз, и начав свою новую творческую деятельность, она посетила именно Якутское музыкальное училище, что мы считаем очень для нас знаменательным и очень важным. Итак, я предоставляю слово Альбине Иннокентьевне Поисеевой. Добрый вечер, дорогие студенты, преподаватели, гости. И разрешите передать вам от имени президента нашей республики Михаила Николаева и от правительства Республики Саха-Якутия искреннее поздравление с 45-летием вашего училища. Как вы знаете, вся наша республика гордится искусством своим, людьми искусства. И сейчас, последние годы особенно, поддерживает, оказывает всяческое внимание талантам, мастерам искусства, культуры. Тому пример недавние, в течение этого года, поездки детских ансамблей, работников культуры, мастеров искусства не только по городам нашей России, СНГ, но и за рубеж. Так, только за этот год более 300 учащихся средней школы, а это только зарождающиеся, возможно, таланты нашей культуры, в коллективах ансамблей песни, танцевальных ансамблей выезжали, показывали свое мастерство за рубежом. И недавняя поездка президента республики в штаб-квартиру ЮНЕСКО Парижа с участием детских ансамблей, 3 детских ансамблей, в количестве 70 детей во главе с президентом, это яркий пример тому, что наша республика, наш народ гордится и вами, и именно в первом плане, как послов мира, как послов, устанавливающих контакты с другими народами, держит вас, работников культуры, мастеров искусства и таланта, детей, будущих наших, деятелей искусства, наверное. Ну, ваше училище, это наше училище, сегодня 45-летие отмечает. За этот период все артисты, мастера, которыми мы гордимся, именно учились в стенах вашего училища. Кого бы ни назвали, народные они, все. Матвей Лобанов, Альбина Борисова, Нина Чигирева, Юнона Упхолова и многие-многие другие. Мы очень надеемся, что среди здесь сидящих студентов
Есть такие таланты, есть такие подающие надежды, которые в скором времени засияют на небосклоне нашего якутского искусства и станут признанными народными артистами. Разрешите пожелать вам всем дальнейших успехов, крепкого здоровья и яркого, высокого творческого мастерства. В этот радостный вечер разрешите мне по поручению президента вручить документы о присвоении почетного звания заслуженного деятеля искусств Республики Саха-Якутия Ксенофонтову Владимиру Васильевичу, преподавателю музыкально-теоретических дисциплин Якутского музыкального училища, члену Союза композиторов Российской Федерации. Рядом с артистами у нас всегда идут художники. И даже ваше училище художественное и музыкальное в одном здании. Мы гордимся своими художниками. И указ президента Республики Саха о присвоении почетного звания народный художник Республики Саха-Якутия Захарову Петру Алексеевичу, преподавателю Якутского художественного училища, скульптору, члену Союза художников Российской Федерации. Указ президента Республики Саха-Якутия за многолетнюю плодотворную работу наградить почетной грамотой Республики Саха Васильева Артура Дмитриевича, живописца, члена Союза художников Республики Саха-Якутия. За многолетний плодотворный труд наградить почетной грамотой Евстафьева Алексея Егоровича, художника-графика.
все наши культурные, исторические ценности хранятся у нас в музеях. За многолетнюю плодотворную работу наградить почетной грамотой Эртюкову Надежду Семеновну, заместителя директора Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера. Эртюкова. Еще раз разрешите поздравить награжденных и пожелать им еще больших успехов, еще больших достижений во славу народов нашей республики. Пожелать им и педагогических успехов, чтобы они вырастили много талантливых, выдающихся работников искусства, культуры. Ну а всем остальным и им также крепкого здоровья, счастья в личной жизни. Спасибо. Я министр культуры, так? Знаете. Я хочу от имени Министерства культуры поздравить тех, кто сегодня вот так вот, праздничный день, наконец-то знаки своего отличия получили. Еще хочу поздравить вас всех, уважаемые люди музыки, с вашим праздником. Вы знаете, Конфуций, когда думал о государстве, то он сказал, что из 5 требований, которые он ставил перед своими согражданами, подчиненными, он сказал так: должна быть музыка. Так. Поэтому музыка, она всегда, во все века, времена, везде помогала строить государство, помогала строить самое главное государство, которое называется душа человеческая. Поэтому сегодня истинный праздник. Поздравляю с этим праздником. Вы знаете, так сложно сейчас, но тем не менее музыка прекрасная, а прекрасная спасет мир, вы про это тоже знаете. Но я еще хочу от вашего имени, от Министерства культуры поблагодарить нашего куратора Альбину Иннокентьевну, что она... Первый вопрос, который она задала мне, когда мы с ней встретились, это было: как у вас с музыкой? Как музыка? Поэтому вот она... Я через 1,5 года к вам пришел, я помню там, а Альбина Иннокентьевна сразу пришла. Поэтому будем надеяться вместе с вами, что наша музыка будет в ее лице всегда иметь своего полномочного представителя в правительстве. Спасибо, Альбина. Дорогие наши гости, сегодня мы собрались в этом зале, чтобы подвести некоторые итоги многосторонней деятельности Якутского музыкального училища имени Марка Николаевича Жиркова. Сегодня не будет обстоятельного доклада о его заслугах, успехах и так далее, но все-таки краткую справочку за то, что мы сделали за последнее время, я попытаюсь вам коротко изложить. Училище было организовано 15 октября 1948 года. Сегодня идет очень много разговоров о подобного рода юбилеях, надо их проводить или не надо. Конечно, дата, наверное, не такая уж и круглая, но согласитесь, что весьма солидная, потому что за каждым годом стоят живые люди, которые были причастны к организации, становлению и развитию музыкально-профессионального образования в Республике Саха-Якутия. И время, к сожалению, тленно, люди уходят, и поэтому эти мероприятия нужны прежде всего для того, чтобы подчеркнуть роль того или иного деятеля музыкальной культуры, который вложил все свои силы на достижение этого прогресса. Сегодня присутствует очень много выпускников разных лет, преподавателей, и сегодня мы попытаемся, ну, может, не в полной картине, но показать именно роль каждого десятилетия
в жизни и становлении Якутского музыкального училища. Сегодня по радио прозвучала очень теплая передача, проведенная заслуженным деятелем искусства РСФСР Галиной Михайловной Кривошапко, которая сказала очень много теплых слов о коллективе Якутского музыкального училища и его питомцах. Я не буду зачитывать справку, она очень интересная, большая, но не хочу отвлекать ваше внимание. Свою историю училище начало с Якутского музыкально-художественного училища, которое было открыто 15 октября 1948 года. И тогда было всего два отделения – вокальное и хореографическое. В 1950 году открывается новое отделение фортепиано, дирижерско-хоровой класс, народные инструменты, духовые инструменты. И один из открывателей этих отделений, заслуженный артист Российской Федерации Феврония Алексеевна Баишева, находится здесь. Я думаю, что она сегодня выступит перед нами и расскажет о некоторых своих впечатлениях. Я прошу похлопать первооткрывателю этого отделения. Первые преподаватели были Артемьева, Джанваладзе, фортепиано и концертмейстерский класс. Никитин Александр Тихонович, к сожалению, уже ушедший от нас, открыл класс народных инструментов. Баишева Феврония Алексеевна открыла дирижерско-хоровой класс. Ныне училище готовит кадры по 22 специальностям. Дополнительно открыто хореографическое отделение в 1992 году, которое готовит артистов балета, профессионального балета. И в 1993 году открыт класс фольклора, профессиональный класс фольклора, потому что мы считаем, что хоть фольклор – это самодеятельное течение, тем не менее фольклор должен быть профессиональным. Выпускники училища работают в профессиональных учреждениях искусства и культуры Республики Саха-Якутия, в учебных заведениях, учреждениях образования и культуры. Училище явилось базой дальнейшей профессиональной подготовки выпускников в музыкальных вузах страны. Общий выпуск в училище составил 1500 выпускников. Закончили вузы более 100 человек. Особую гордость составляют бывшие выпускники, известные исполнители Матвей Лобанов, Семен Оконешников, Мария Николаева, Марфа Васильева, Нина Чигирева, Альбина Борисова, Александр Самсонов, Прокопий Неустроев, Алена Ипполитова, ведущие музыковеды республики Людмила Потапова, Зинаида Павлова, Зоя Никитина Кириллина, Валентина Петровна Докторова, Галина Алексеева, Борис Козловский, якутские профессиональные композиторы и мелодисты Захар Степанов, Владимир Ксенофонтов, Полина Иванова, Алексей Сазонов, Федот Аргунов, Тимофей Стручков и Ольга Иванова. Ряд выпускников отмечен званиями лауреатов всесоюзных и всероссийских конкурсов. Это Василий Соколов, духовые инструменты, Нина Чигирева, сольное пение, Анатолий Петренко, народные, и сибирских зональных конкурсов исполнительского мастерства Виктор Климин, Наталья Семеняга, Галина Захарова, класс фортепиано, Алексей Коченков, духовые, Игорь Челомбитко, хоровое дирижирование. Большую роль в становлении музыкально-профессионального образования в республике сыграли Марк Жирков, Грант Григорян, Ким Шутенко, Марселеза Курганова, который работал заучем с 1961 по 1976 год. Она присутствует сегодня в зале, и мы, конечно, ей предоставим слово. Я прошу отметить. Дальше. Значит, Валерий Сомаров, Сергей Джан, Елизавета Гвахария, Виктор Птицын, Герман Комраков, Алла Лукина, Петр Кривошапкин, Майя Иванова, Полина Розинская, Юнона Упхолова, Венера Сылырова, Валерий Кац, Николай Берестов, Тамара Прокопьевна Сафронова, зауч училища 80-86 и 90-92 годы, Радомир Борисов, Людмила Киселева, Николай Кисленко, Дандок Тарбаев, Татьяна Нетесова, Игорь Литвинов, Владимир Кучеров, Владимир Банников, Варвара Яковлева, Александр Храленко, Мария Григорьева и другие. Училище явилось базой для создания государственной филармонии, а сегодня это крупная организация «Саха-концерт», Союза композиторов Республики Саха, Республиканского хорового общества. Большой вклад внесли преподаватели училища в развитие концертной деятельности, лекторскую, музыковедческую работу, организацию методической и кураторской деятельности в детских музыкальных школах. Вот такова вкратце справка о итогах Якутского музыкального училища. За последние 5 лет училище окончило 225 специалистов, из них 32 поступили в музыкальные вузы страны.
Сейчас разрешите предоставить слово открывателю или основателю класса хорового дирижирования, заслуженной артистке РСФСР Февронии Алексеевны Баишевой. Я не думала, что мне придется выступать, но я очень рада и счастлива от всей души поздравить вас от имени стареющих преподавателей нашего училища, кузница музыкальных кадров нашей республики. Действительно, мне даже трудно представить сейчас, что я нахожусь в музыкальном училище. Такого шикарного зала, хорома, не знаю, я даже представить не могла те годы, когда открывал это отделение, которое сейчас очень, по-моему, большое, много преподавателей, много учащихся, по всей республике они рассеялись, работают. Мы работали, знаете, на улице Дзержинского, многие, наверное, помнят, более старшие дети, в смысле, живущие в городе, это была бывшая больница. Когда-то, говорят, лежал, лечился Сергор Жаникидзе в этой больнице. Потом этот дом стал общежитием медицинского училища, вернее, ЯФАШ, Якутская фельдшерская акушерская школа. Будучи студенткой, учащейся этой школы, я жила в том здании, как общежитие. Вдруг в 1951 году приехала, это было музыкальное училище. Что было единственное в этом здании хорошо? Это очень высокий потолок, прекрасный воздух. Печное отопление, я вспоминаю свой класс. Малюсенький, отсюда, наверное, до этого пульта, узенький и без печки. Рядом был военкомат, военный кабинет, и ни за что не разрешали строить печку. Но все-таки строили какую-то маленькую печку, потому что мы все заболевали. Я могу сказать, по-своему, друзьям получила тогда воспаление спинной мышцы, потому что дуло от окна и страшно было. Но потом было очень хорошо. Действительно, училище было двойное, художественное, музыкальное. И из этого училища, отделения художественного, вышли знаменитые художники. Я не буду их перечислять, вы их знаете. Но и не менее знаменитые музыканты, певцы. Преподаватели, вот сегодня многих называли, но их, к сожалению, многих нет. Я могу назвать Гранта Григоряна, который начинал в 1953 году, Николая Бажова, который в 1952 году. Их нет в живых. Ким Шутенко, Крыжин Иван, преподаватель, Сергей Вашков, преподаватель-вокалисты, Джангваладзе, Ходорев, который в хореографическом классе преподавал. Но было, знаете, так, мы очень были дружны, мало было педагогических кадров местных, совершенно почти не было. Можно сказать, тогда, пожалуй, с моим лицом, в смысле якутской, я была первая. И надо сказать, большой был энтузиазм. Я не знаю, как сегодня наши учащиеся обучаются, стараются. Но в то время грызли граниты, как говорят, науки. Просто грызли все. И художники, и музыканты. И потому очень многие стали действительно настоящими специалистами. Я бы очень хотела, чтобы действительно наши будущие и сегодняшние учащиеся эту марку не спускали. Действительно занимались по-настоящему. Потому что, имея такой шикарный дворец,
это просто невозможно плохо заниматься. И что я хочу сказать? Конечно, сейчас очень большой, вот сегодня мы услышим прекрасных наших певцов, очень большое отделение вокальное, прекрасное отделение пианистов, теоретиков, народных отделений, народных инструментов. Но я уже о хоровом сказала. И, конечно, они уже, многие, очень многие окончили высшее учебное заведение нашей России, нашего Союза, в Ленинграде, Москве, Свердловске, Новосибирске, в Уфе, Улан-Удэ. И стали сегодня сами воспитателями, сегодня вот называли наших учащихся Тамару Сафронову, тогда Белоусова была. Но я сейчас даже от волнения не всех вспомню. И Алена Ипполитова тогда была студенткой, теперь она, видите, воспитала прекрасную Нину Чигуреву. Вот. Ну, что я вам скажу, я волнуюсь, и потому не могу вспомнить. Я желаю всем от души прекрасного здоровья. Может быть, сегодня, я не скажу плохая жизнь, сложная жизнь. Мы пережили сложнее, мы прошли годы войны. Вот перед вами я стою, ветеран тыла называюсь, работавший с 41-го года. Не такая уж древняя, но, видите, все успела с 15 лет. Вот. Так что дерзайте, ни в коем случае не надо падать духом. Можно найти и пищу, можно найти и одежду. Я сейчас зашла в зал, вернее, в училище, и видела девушку в прекрасной чернобурской шубке. Я еще сказала, ой-ой-ой. Не то, что в наше время, другая бывшая студентка сказала, училище, не то, что наше время. Я сказала, даже и наше сегодняшнее время для нас это не... Да, в общем, вы поняли, да? Ну все, желаю вам всего доброго, дальше счастливой дороги. И очень помогите, теперь у нас строилась уже канадская деревня, называемая, которая будет второй кузница, высшая школа музыки. Я надеюсь, что наши выпускники в будущем будут там давать свои уроки и будут расти своих кадров. Я желаю всего вам доброго. Спасибо большое, это вам от нас подарок. Разрешите представить слово заслуженной артистке РСФСР, одному из первых преподавателей фортепианного отделения Полине Константиновне Розинской. Дорогие мои, очень хочется мне немножко вспомнить, как возникло училище, что предшествовало ему. Если это интересно, я могу сказать. Как вы знаете, музыкальный драматический театр, он уже в своих стенах ковал музыкальные кадры. Каким образом? Марк Николаевич, он приложил все усилия для того, когда у него зародилась мысль о том, что надо создать Нюргумбатор,
там, безусловно, были балетные номера, там был большой хор, который занимал очень много места в этой опере и занимает. И вот таким образом из этого хора очень много вышло хороших очень певцов. Был определенный в 1944 году набор, и были посланы, как вы знаете, очень многие певцы были посланы на учебу в Свердловск, а позже уже и другие города. С войной, конечно, театр понес тоже очень много жертв своих кадров. И музыкальная часть как-то сама по себе, понимаете, она как-то мешала. Остался костяк только драматический, а музыкальная часть куда-то должна была вытеснута была из театра. И в 1945 году была организована театр-студия, оперный театр-студия в 1945 году, которая просуществовала именно вот до открытия музыкального училища. Самым большим таким торжеством и исполнение всех желаний Марка Николаевича, чтобы его опера и балет были уже в то время в обработке композитора Летинского, они были уже осуществлены в 1947 году. Это тогда, когда справлялось 25-летие ЯССР. Из этих кадров, которые перешли в эту самую оперную студию, которую они возглавляли в основном, и оперу «Нюркумбатор», и «Полевой цветок», и «Полевой цветок». Еще намечалось у Марка Николаевича, уже почти была готова «Сыгый Карнастыр». Прекрасная музыка, музыка чудесная. Но из-за какого-то либретто, который издал Яким Избеков, эта опера до сих пор не осуществилась, к сожалению. Так, музыкальное училище, до открытия музыкального училища я, например, свою педагогическую деятельность, там я концертмейстером, конечно, работала, ну и педагогическая была, там мы с этим хором занимались, знаете, как настоящий учебный процесс прошел у нас. Василий Петрович проходил сольфеджио, я фортепиано. Февронию Алексеевну Баюшу я готовила, когда ехали в Свердловск все поступать вокально, я ее готовила как пианистка, чтобы она поехала. Но, к сожалению, она была великовозрастная, там ее определили на хормейстерское отделение. Вот. И что я хочу сказать? Что в 1946 году, в 1945-1946 году была открыта музыкальная школа, республиканская музыкальная школа, которая до сих пор, она существует под номером 1, но республиканская она сейчас называется или нет, я не знаю. Так она и называется, да. Эта школа, это маленькое здание, бывшая там больница была, что-то такое невероятное. Там, где на Дзержинской, где музыкальное училище было, а во дворе это музыкальное. Я бы очень хотела, чтобы воспоминания об этом сказала выпускница. Она проучилась у меня 5 лет, но вместе с ней поехала большая группа, приехала ленинградская комиссия и отобрала наших детей туда, в Ленинград. Таким образом, Майя Ивановна, она единственная сейчас представительница, которая, вы знаете, она ведущий педагог училища. Может, я могу гордиться ею. Анна Алексеевна Попова из этой школы. Вот. И теперь с 1947 года как-то механически из этого самого театр-студии я, значит, там тоже работала. Работала сначала я концертмейстером, а потом у меня появились и пианисты, мои же ученики из детской школы. И первый выпуск – это 3
Воля Дячковская, Кыскильда Гордурова и Надежда Охлопкова. Вот. Это мои первые выпускники. Я, конечно, благодарна такой судьбе, которая, ну, вы знаете, в этом может быть и счастье мое, что мы, педагоги, призваны, конечно, для того, чтобы были как можно талантливые и очень добросовестные наши выпускники. И я горжусь ими, моими выпускниками, которые до сих пор и в районах работают, и здесь работают, везде, хоть просветоучилище, в музыкальных школах, в районах, ну, не знаю, где только они не работали, но они работают очень добросовестно, и мне кажется, что может быть гарантировано, что их ученики должны быть на хорошем таком счету. Я всех хочу поздравить с такой датой, с таким училищем, который я счастлива, что я дожила увидеть настоящее училище. Вы знаете, что это тоже частица храма искусства, кроме нашего театра и это ваше училище. Всем студентам я желаю одно – быть очень трудолюбивыми, педагогу своих любить и не доставлять огорчений. Будьте все здоровы и счастливы. Дорогие друзья, Альбина Иннокентьевна и Андрей Савич торопятся на заседание бюджетной комиссии и, конечно, просили бы их отпустить. Я думаю, что мы, наверное, еще чуть-чуть, да? Хорошо, ладно. Я хочу предоставить слово одному из старейших преподавателей училища Кургановой Марсельезе Александровне. Она работает в училище с 1956 года, выпустила очень много выпускников, работала на административной работе, сделала для республики очень много. И нам хотелось бы, конечно, предоставить ей слово. Сначала пошли блондинки. Я, так сказать, наверное, завершу эту группу. Но так случилось, что музыкальное училище долгое время было иждивенцем Министерства здравоохранения. В общем, работали мы в губернской больнице сначала, потом перешли на улицу Лермонтова, а это тоже здание было бывшее общежитие медицинского училища. Так что традиция в какой-то степени была сохранена. Ну вот потом мы попали на Ярославского, правда, я там не работала немножко другой ипостаси. А потом вот мы теперь уже дома у себя, и теперь у нас предстоят большие, так сказать, интересные дела. Хотя и раньше у нас тоже были интересные дела. Но интересные, положим, дела, например, организация оркестра народных инструментов. Это 56-й год, Ким Александрович Шутенко. Причем учащихся на отделении народных инструментов было не так много, и поэтому играли все. Играл Коля Павлов, Николай Гаврилович Павлов. Играла Тамара Белоусова, Тамара Прокопьевна, ой, прошу прощения, Сафронова. Играли, в общем-то, все. То есть все принимали участие в становлении определенного отделения, там, определенного инструмента. Ну, 56-й год, затем 61-й год у нас первые контакты с консерваторией. 62-й год это мы получили большой комплект хороших инструментов экспериментальной мастерской московской. Значит, народный оркестр уже имел право, так сказать, звучать более полную силу.
62 год. Это первая попытка принять участие в зональном конкурсе, когда у нас из 6 учащихся на фортепианном отделении сейчас у нас обучается где-то в пределах 70 человек. А у нас было тогда 6 человек на 4 курсах, 6 человек всего. И вот из этих 6 человек 2 человека, Светлана Слепцова и Капа Холмогорова, во главе с Полиной Константиновной были направлены в консерваторию Новосибирскую, и они приняли участие в конкурсе. Ну, конечно, уровень был, так сказать, но тем не менее мы приняли участие. И это было настолько для нас праздничное явление, когда они приехали, это было такое торжество, они привезли с собой дипломы, они, в общем-то, это была величайшая победа. 64 год – это организация филармонии на общественных началах. 66 год – это организация сектора педпрактики. Это Виктор Яковлевич организует хор ветеранов при музыкальном училище. В 65 год приезжает к нам новый директор Михаил Михайлович, хотя до этого и очень интересные директора работали, Тит Николаевич Барахсанов, душой и телом преданный училищу. Это Анатолий Афанасьевич Горохов, сделавший очень много попытку даже организовать симфонический оркестр при училище, хотя, в общем-то, сил у нас еще было не так много. Это попытка, то есть организация камерного оркестра Аллы Борисовны Сомаровой. То есть затем организация в 60-х годах, 66-й год, Сорелла при музыкальном училище, который потом пошел, так сказать, и влился в определенной степени, тоже филармоническое учреждение, которое у нас и существует и сейчас. Это союз композиторов в конце 70-х годов. Это тоже на базе Якутского музыкального училища. Ну, я очень расхвалилась, прям у нас все изумительно, все потрясающе. Ну, в общем-то, надо сказать, что работали педагоги с большим энтузиазмом. Большинство преподавателей были разные педагоги. Одна из проблем – это краткость договорного срока работы преподавателя в училище. Преподаватель приезжал на 3 года всего, он брал себе учащихся, он даже иногда не смог выпустить учащегося, уезжал, потому что у него срок договора заканчивался. Но было лучше, когда, например, Леонид Васильевич Вишкарев, он работал 5 лет. И Володя Степанов, приехавший из Сибянкёля, первый раз увидевший инструмент фортепиано, будучи учащимся 1-го курса, на 2-м курсе уже играл концерт Гайдна для фортепиано с оркестром. Это, в общем-то, говорило о его талантливости Володи Степанова и, в общем-то, о вкладе, который сделал Леонид Васильевич Вишкарев. Ну, в общем-то, я почему говорю об этом? Потому что у нас педагоги были интересные. Вот Владимир Георгиевич сказал, целая плеяда москвичей, Комраков, Алла Юрьевна Лукина, Алексеев, целая плеяда ленинградцев. Но если бы у нас не было учащихся, настойчивых, целеустремленных, влюбленных в ту специальность, которую они избрали, то училище бы не смогло расти. А оно росло. Я, когда начала работать, 18 педагогов у нас было. 18 педагогов всего. Потом, когда 23, сказал, как мы растем. А сейчас у нас уже 80 педагогов. И плюс еще, к тому же, в целом около 130, это вместе с совместителями. И, конечно, контингент у нас очень возрос. Так что, если бы не было, вот я еще раз говорю, целеустремленных, настойчивых наших учащихся, мы бы не смогли расти. Поэтому я желаю, чтобы эта целеустремленность, чтобы эта влюбленность в музыку, и пианистов, и хоровиков, и духовиков,
и народников, которые очень много сделали для того, чтобы самодеятельность поднималась. В общем-то, я перечислять не буду. Музыканты кое-что сделали, само собой разумеется. И и вокалисты, и теоретики, которых так не хватает до сих пор у нас в республике. Я желаю, чтобы вот эта целеустремленность была как можно у большего числа поступающих в наше Якутское музыкальное училище. Желаю дальнейших успехов, желаю, чтобы наше училище росло и процветало. У нас подарок. У нас осталось 2 выступающих. Мы даем слово одному из выпускников Якутского музыкально-художественного училища. И нас хотел бы поприветствовать коллектив Якутского художественного училища, с которым мы совместно здесь работаем. Итак, слово представляется Петру Альбертовичу Лас. И приготовится Егор Егорович. Вы, наверное, будете, да? И Егор Егорович будет. Спиридоновский. Марсельеза Александровна так все рассказала хорошо, что просто даже добавить нечего. Потому что вот когда она сейчас говорила, мне вспомнились те времена, которые, в общем-то, я часто вспоминаю. Музыкантов, художников. Сейчас вот большинство их здесь в зале сидит. Вот, конечно, не все. Многие разъехались, многие учатся, многие, в общем-то, и в малом зарубежье, как называется сейчас, и даже находятся за границей. Но невзирая на это, значит, я думаю, что в свое время вот это ЯМХУ, которое мы называли Якутское музыкальное художественное училище, которое почему-то не называлось училищем искусств, а вот таким странным названием, и которое всегда как-то вносило в общество, где-то если бываешь, что же, говорит, вас там учат сразу же музыке и, значит, художественным качеством. В общем-то, так и получалось, потому что жили все время среди музыки все, и художники, музыканты среди искусства, и, значит, как-то все были в одном здании, один длинный коридор, и все время стоял какой-то вот такой звон, гул, пение раздавались. Там старались как-то, ну, драпировали, там, чтобы звука не было, но все равно музыка проникала, значит, в душу художников. И, значит, художники становились музыкантами, некоторые музыканты художниками. Может быть, это и хорошо, но я думаю, что это неплохо, потому что одно другому, значит, не мешает. И вот сегодня мне бы хотелось поздравить всех, и очень хорошо, что сегодня вот в этом зале, значит, присутствуют и студенты художественного училища, преподаватели. Может быть, желательно было бы побольше, но это все, видимо, те, которые как-то заинтересованы в становлении и развитии якутского, я бы сказал, музыкального и изобразительного искусства. Значит, пожелать всем здоровья, успехов. Молодежи, конечно, как можно лучше учиться. Сейчас времена очень сложные, учиться тяжело, но я думаю, что, значит, все зависит и от педагогов, и от учащихся, и результаты должны быть очень положительными. Значит, ну я со своей стороны, конечно, значит, от художественного училища здесь будет вручен подарок. Я, значит, со своей стороны, как бывший ученик вот этого, я, значит, ну, очень в таком, ну, может, очень быстро, что я там написал, небольшое произведение, и хочу его подарить и коллективу училища музыкального, и, как бы, значит, меня неправильно, может быть, вы поняли, и также директору вашего училища, потому что все мы вспоминаем директоров в прошлом, а вот Владимир Георгиевич, он уже, по-моему, чуть ли не 15 лет, директор, который живет, работает, может, кому-то он нравится, может, кому-то он не нравится, но это один из директоров, который, в общем-то, 15 лет отдает свои силы и энергию, значит, для воспитания людей музыкального поколения.
Я что имею в виду, что вот это небольшое произведение, значит, и коллективу, и на усмотрение директора училища. Вы не подумайте, что здесь вроде обещали что-то. Я думаю, это человек, который вполне заслуживает. Спасибо большое. Я представляю слово Егору Егоровичу Спиридонову. Пожалуйста. Дорогие друзья, коллеги по духу, по искусству и по профессию, у вас сегодня большой профессиональный праздник, 45-летие училища. Этим большим праздником мы, соседи, сожители по помещению вас от имени коллектива художественного училища сердечно поздравляем и желаем вам дальнейших успехов в воспитании искусства, воспитании музыкального кадра, музыкального искусства. И желаем вам крепкого здоровья. И, значит, по традиции, что ли, вот соседям, от имени соседов, от имени художественного училища мы дарим коллективу училища от картину. В память о 45-летии училища разрешите вручить вазу училищу, а цветок Егору Егоровичу. Наше выступление закончилось. Мы не хотели вообще-то делать такие, в общем-то, такое у нас получилось и теплое с одной стороны. Но, понимаете, мы сегодня в таком тесном семейном кругу, наших выпускников много, правительство присутствует, министр культуры, заместитель министра Иван Иванович. Поэтому у нас получился, считаю, такой теплый разговор. Надо когда-то, понимаете, людям нужен праздник. Нужен. Пусть хоть небольшой, маленький, но праздник. Потому что в этой суете наших сегодняшней обыденной жизни мы все такие, все взлохмаченные, все такие нервные. Тем более потрясений очень много, инфляция идет, зарплату не дают и так далее. Так? Поэтому сегодня немножко забудьте об этом, отвлекитесь, послушайте хорошую музыку. Ну, как она вам понравится, не понравится. Наши, во всяком случае, товарищи, выпускники и солисты старались. Я думаю, что вы это примете так, как считаете необходимым. Спасибо всем выступающим. Сегодня перед вами, ну, хоть на минуточку, может быть, проглянула та древняя история, та древняя старина, которая послужила вот началу якутского музыкально-профессионального образования. Мы очень благодарны всем, кто пришел сегодня, несмотря на большой мороз. Пришли действительно истинные знатоки музыки, любители и большие специалисты. Большое вам спасибо. Сейчас будет концерт. Значит, я еще хотел бы обратить ваше внимание, что здесь присутствует один из директоров Якутского музыкального училища, Лариса Александровна Кобякова, которая тоже много дала лет Якутскому музыкальному училищу, и, естественно, определенные успехи были, развитие и так далее. Значит, сейчас состоится концерт. После концерта выпускники, преподаватели, гости могут посетить нашу столовую, попить чаю, кофе, там есть пирожные, ну, то есть как-то совместить. Вот. Большое вам спасибо. Итак, значит, я представляю сцену для концерта. Слушайте, хлопайте, принимайте, как считаете нужным. Вы понимаете, в чем дело? Мы, в общем-то, таких не ждали. Когда обычно приветственный адресату как-то сообщает об этом, чтобы мы знали. Поскольку таких поступлений не было. Я думаю, что мы, наверное, не обидим наших гостей, которые пришли с адресами. Вы можете их вручить без лишних слов. Можете здесь, можете в кабинете. Я думаю, что если такие товарищи есть, пожалуйста.
Пожалуйста. Если нет, значит нет. Потому что мы не заявляли. Поймите правильно, мы сегодня не празднуем юбилей. Мы сегодня просто даем отчетный концерт, который, посвящен 45-летию училища. Все. Есть такие? Без лишних слов, как у Мендельсона. Союз композиторов желает поздравить нас. Театр есть, да? Честно говоря, сегодня не ожидали подарков, поэтому для меня это неожиданно. Все, да? Значит, сейчас мы начнем наш концерт. Пожалуйста, принимайте, хлопайте, слушайте, как сочтете нужным. Спасибо всем.